Всех приветствую. Хочу объяснить, как играется на гитаре кавказский или чеченский бой. По сути, это одно и то же. На ютубе много видео, но досконально никто так и не показывает игру. Либо правильно показывают рисунок, но без ритма, либо ритм без объяснения. Поэтому хочу объединить все это в один ролик и показать, так как сам долго не мог понять. И приходилось на слух понимать, пока не разовьется слух. Рисунок, как и все показывают, стандартный. Сейчас покажу. Играть можно либо разделить руку на две части. Вот большой палец — это одна часть, и все остальные — вторая часть. Либо можно без большого пальца играть. Вот я делю вот так: указательный палец и все остальные. Можно даже вот двумя. Но чтобы было больше звуков и ярче была игра, я использую остальные пальцы и не совсем в такт. Рисунок следующий. Покажу вот так вот. Правой частью руки вверх-вниз, потом указательным вверх и правой частью снова вверх-вниз. Или аналогично, используя большой палец, вот этой частью вверх-вниз, большим вверх, снова вверх-вниз. Мне не очень так удобно, поэтому у меня не так развито это. Но кому удобно, путем тренировок добьется такого звука, который я играл. Как получить красивую музыку? Играя четко по рисунку, красивой мелодии не будет. Например, вот. Ну, в общем, не будет красивого рисунка, и музыка не получится. Каждый на слух рисунок дорабатывает всегда, как и в любом бое. То есть где-то он опускает какой-то вниз или вверх какое-то действие, он не будет совершать под музыку себе, под такт, под свой ритм. Либо там, где вверх-вниз, он так резче будет бить, то есть удар делать. И тут даже не обязательно делить руку, чтобы в разные стороны пальцы двигались. Можно просто вот так сделать и вот этот звук издать. Каждый на слух, опять же, под себя может сыграть красивую мелодию. Также есть переходные рисунки, которые не входят в этот бой. Например, между аккордами очень популярный вот такой переход. Вниз-вниз, вверх-вниз, вниз. Вниз-вниз, вверх-вниз, вниз. Короче говоря, каждый играет как с его душе угодно, и у каждого абсолютно, кто играет на гитаре, этот кавказский бой отличается от других. Хотя бы в одном месте, где он переигрывает этот бой по-своему, как он чувствует и слышит. Основная закономерность, как я показал в этом рисунке. Можно также добавлять заглушку, то есть здесь. Можно бить рукой об деку. Бас получается. Можно вот сюда.
уже когда вы научились и ваш мозг привык к рисунку этому, вы можете переигрывать, то есть вот так должно было быть, а вы между двумя этими рисунками, вот так, два, например, вот где вниз, вверх делаете несколько раз. И когда играете, тоже можно применять не всегда вниз, а вверх струнами, чтобы звук красивее получался. Например, смотрите. Дальше дело тренировок, каждый под себя, у каждого своя скорость, у меня скорость не очень высокая. Кто хорошо умеет и способен выдавать большую скорость, у него вот эти рисунки, то есть он даже не дожидается, пока он полностью прорисует вот. У него они друг на друга накладываются, и очень красиво получается, и в духе лезгинки. Быстро, ритмично, энергично. Получается. И самое главное, нужно иметь для этого кровь, которая дает почувствовать лезгинку. Только так получится красиво играть. Поэтому... Для более подробного разъяснения всех существующих кавказских боев, рисунков, переходов или разборов песен, аккордов самых часто встречающихся, вы можете записаться ко мне на индивидуальные занятия, на Telegram, ссылка в описании канала, в описании к видео тоже. И не только кавказские, не только бои какие-то, но и определенные песни я могу разобрать с вами, научить вас подбирать аккорды под любую песню абсолютно. Для этого нужно просто развивать слух и запоминать, как звучат аккорды, чувствовать музыку. Записывайтесь ко мне на занятия, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, потому что часто будут разборы новых песен. Дабы не пропустить, поставьте колокольчик. Спасибо за просмотр. Ваш Мурад.